Как строится межпарламентское сотрудничество между Абхазией и Россией? Какая ведется работа по взаимодействию двух законодательных органов и в чем состоит взаимный интерес сторон? Об этом пообщаемся со спикером Народного собрания парламента Абхазии Лаша Ашуба. Здравствуйте, Лаша Нукзаевич. Добрый день, Белла. Итак, как бы вы оценили, как строится межпарламентское взаимодействие, на какую оценку между Россией и Абхазией? Спасибо. Самим оценивать эту деятельность, наверное, не очень корректно с моей стороны или со стороны коллег из парламента, но я думаю, что у нас взаимоотношения с российскими парламентами складывается достаточно интенсивно. За прошедший 2022 год было проведено много встреч, что называется, на официальном уровне и в рабочем формате. Вам известно, был визит Народного собрания парламента Республики Абхазия в Российскую Федерацию. Это официальный визит, он первый в своем роде, что называется, в октябре месяце. Соответственно, после был ответный визит делегации из Государственной Думы во главе с Вячеславом Викторовичем Володиным 1 декабря 2022 года. Были встречи, сначала отдельная встреча в парламенте, потом встреча со всеми депутатами. По итогам встречи, по итогам официального визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой и парламентом Республики Абхазия. Наверное, правильно, символично и приятно, что оно было подписано именно в Сухуми, в Абхазии. И я думаю, что это даст дополнительный импульс нашим взаимоотношениям, а именно реализация этого соглашения. На основании этого соглашения созданы две комиссии. Это комиссия от Государственной Думы и комиссия от Народного собрания парламента Республики Абхазия. Фактически в Госдуме она создана. У нас состав есть. Нам остается только его утвердить. Я думаю, что работа будет продолжаться в этом направлении. И работа этих комиссий, совместной комиссии, она интенсифицирует взаимоотношения между Государственной Думой и парламентом, между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Я думаю, что наше парламентское измерение дополнительно будет способствовать решению всего спектра вопросов межгосударственной повестки дня. Тем не менее, как бы вы обозначили наиболее актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия, в каких сферах идет это взаимодействие и на что делаются акценты? Есть официальный формат взаимодействия. Это прежде всего весь спектр вопросов договорно-правовой базы, которая существует между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Есть вопросы гуманитарного, культурного и иного характера, в которых тоже мы взаимодействуем с депутатами Государственной Думы. И если брать из основного, что называется, это вопросы, связанные, хотя это слово уже стало ругательством почему-то, связанные с гармонизацией законодательства. 43 пункта гармонизации, часть вопросов лежат в законодательной сфере, что называется, и часть вопросов мы уже приняли, порядка 7 законов. Сейчас на ближайшей сессии будут рассматриваться 3 законопроекта. На прошлой сессии мы рассмотрели в первом чтении законопроект о таможенном кодексе. На предстоящей сессии будем рассматривать 4-ю часть Гражданского кодекса, соответственно, и закон о введении в действие 4-й части, закон об акцизах. Я думаю, что эти законодательные акты, они полезны для Республики Абхазия и для Российской Федерации, полезны для наших предпринимателей, для бизнеса, для того, чтобы правила экономического взаимодействия были более понятны обеим сторонам и близки друг к другу. Хочу более подробный комментарий на эту тему. Как вы сказали, иногда такие негативные оценки существуют, когда говорят о гармонизации законодательств. Вы могли бы сказать более конкретно и более детально о том, в чем польза вот этой работы? Я думаю, что негативные оценки этой работы, я вот с другой стороны хотел бы подойти к этому вопросу, они прежде всего связаны, что в плане гармонизации могут быть всего там 1 или 2 вопроса, которые особенно чувствительны для нашего общества, для нашего населения и для каждого из нас. Это вопросы, связанные с энергетикой, но мы их пока не рассматривали, и мы должны очень взвешенно к этим вопросам подходить. В остальном эти вопросы, которые не вызывают сильного
общественного резонанса, есть вещи, которые нам подходят, есть вещи, которые нам не подходят. Все это предмет обсуждения, согласования позиций между исполнительными органами власти, прежде всего, и между законодательными. То есть документ до согласования, до полной проработки, он проходит огромное количество взаимных консультаций. Например, у нас есть документы в сфере здравоохранения, это закон о донорстве крови, закон об иммунопрофилактике. Там есть огромное количество вопросов, в том числе и у нашего Министерства здравоохранения. И поэтому, пока профессионалы не придут к единому мнению по этим вопросам, мы в парламенте их не рассматриваем. С другой стороны, нужно констатировать, что работа по гармонизации законодательства идет не очень интенсивно, она должна идти интенсивнее. Гармонизация была предусмотрена рамочным соглашением 2014 года, то есть основным договором, и это основной документ нашей двусторонней повестки. Ну, конечно, помимо гармонизации есть огромное количество других вопросов. Это вопросы, связанные в том числе с нашей инфраструктурой, с аэропортом, с границей. Да, этот вопрос, который обсуждается на каждой встрече, но никак, к сожалению, не находит своего, вернее, не своего, а необходимого для обеих сторон решения. Потому что режим на границе должен быть упрощен. И нашим гражданам, и гражданам Российской Федерации должны беспрепятственно и комфортно переходить границу. Это очень важно. В том числе и для настроения в нашей республике, и для настроения для наших гостей. Вот как раз об этом я и хотела спросить. В Госдуме России состоялась ваша рабочая встреча с зампредседателя Госдумы Петром Толстым и первым зампредседателя Кабинета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественником Казбеком Тайсаевым. Речь шла в том числе и о возможностях по облегчению процедуры прохождения государственной границы между Абхазией и Россией. Довольны ли разговором обе стороны? Можно ли оценить положительно работу этой комиссии? Какие возможности, какие пути, может быть, предлагались во время этой беседы? У нас разговоры с коллегами всегда складываются достаточно хорошо. Но я хочу быть пессимистичным в этом вопросе, что называется. Да? Дело должно дойти дальше разговоров. Дело в том, что мы много лет уже обсуждаем вопросы государственной границы. Много комиссий различных туда выезжало, в том числе и самых высоких. И положение на границе меняется аккурат за 3 дня до выезда комиссии и продолжается, соответственно, 3 дня после отъезда комиссии. Затем все возвращается, что называется, на круги своя. В мае прошлого года была расширенная встреча в Государственной Думе на площадке одного из комитетов, посвященная вопросам границы. На ней участвовали депутаты парламента во главе с вице-спикером парламента Аршба, представители наших заинтересованных ведомств, таможни, СГБ, соответственно, зеркально и с российской стороны. Было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами государственной границы, а вернее ее упрощением. Эта работа была начата. Комиссия проводила конференцию в режиме онлайн. Потом в августе была очная встреча в комиссии на территории Сочи. Они выезжали на границу. В комиссию от парламента вошли депутаты Барцы-Церштуни. С российской стороны, соответственно, депутаты Затулин и Тайсаев. Комиссия пришла к определенным результатам. Более того, были открыты дополнительные пункты. Было согласовано решение в том, что будет граница модифицирована, техническое оснащение будет новое на цифру, по-моему, в районе 5 миллиардов рублей в течение 2 или 3 лет. Но мы должны констатировать факт, что границей надо заниматься постоянно, что называется, в ручном режиме. Это очень важно в курортный сезон, в преддверии курортного сезона, в цитрусовый сезон. Все эти болевые точки, все эти сложности были озвучены на встрече с Петром Олеговичем. Он тоже проявил заинтересованность, он очень хорошо относится к Абхазии, у него корни из Абхазии, он знает проблематику, знает внутреннюю повестку дня, и поэтому я думаю, что работа
этой рабочей группы была уже завершена, но я предложил ее возобновить и с тем, чтобы работа рабочей группы была на постоянной основе, потому что этот вопрос с повестки дня не снимается, и он всегда актуален как для абхазского, так и для российского общества. То есть работа была завершена, вы ее возобновляете. Когда будет, возможно, первая встреча в рамках уже Мы нового сроки формата? не оговаривали, мы сказали о том, что в рабочем режиме каждый со своими коллегами обсудит формат. Я думаю, что встреча будет в ближайшее время. Чем скорее, тем лучше. Это важно и для курортного сезона, и в преддверии цитрусового сезона. Вы сами прекрасно знаете, с какими проблемами мы все сталкиваемся в этот период была времени. Информация, что уже сейчас не совсем просто вот эта процедура прохождения осуществляется. Поэтому интересно, чем именно парламентарии, какова их роль, что они могут сделать, что предпринять? На самом деле же у парламентариев, как в Абхазии, так и в России, большой круг полномочий. Парламентарии могут создать соответствующую комиссию. Парламентарии могут пригласить к себе исполнительные органы, непосредственно ведающие этими вопросами, послать депутатские запросы. Я думаю, что со своей стороны роль парламента нельзя нивелировать в этом. Мы, конечно, как мантру повторяем вопрос, связанный с государственной границей, но вопрос не снимается, и поэтому мы будем его повторять до тех пор, пока он не будет решен, до тех пор, пока режим на границе не будет более комфортным. Я думаю, что в этом есть заинтересованность обеих сторон. Встречаются и парламентские группы по делимитации границы. Была не так давно одна из встреч, наверное, даже первая. Да, в мае месяце. Да, и интересные итоги этой встречи, и, не знаю, перспективы того, как будет развиваться этот вопрос, как будет вестись эта работа. Дело в том, что это не межпарламентская комиссия, это комиссия по делимитации и демаркации, в которую входят депутаты парламента от Абхазии. Туда возглавляет комиссию, Беслан Цыбович Джобуа с абхазской стороны, соответственно, коллега с российской стороны. Туда входят специалисты из заинтересованных ведомств, из специалистов, которые уже на протяжении всего действия этой комиссии работают. Это такие именитые люди, как Роман Саидович Дбар. Они знают весь контекст. Сложные переговоры на этот счет. Комиссия касается разграничения границ. Следующая комиссия будет проходить осенью, скорее всего, на территории Абхазии. Депутаты 7-го созыва впервые участвуют в деятельности этой комиссии. Кстати, отрадно отметить, что молодые специалисты от соответствующих ведомств республики очень профессионально отстаивали позиции. И мои коллеги приехали прям с воодушевлением об этом рассказывали. Наверное, о работе самой комиссии, о сути. Сейчас это долгий разговор и не совсем корректно с моей стороны будет, потому что рассказывать должны, что называется, те люди, которые присутствовали в работе комиссии. У нас есть депутаты. Но, тем не менее, как вы оцениваете важность этой работы и в чем вы думаете, будет ли сложно, будет ли легко, как вы считаете? В рамках работы этой комиссии стоят ряд вопросов, в том числе и сложные вопросы. Время покажет, как будет. Я думаю, что мы найдем конструктивные подходы с коллегами из Российской Федерации к тому, чтобы снять все вопросы, которые стоят. Но какие это займет сроки, мне сложно говорить. Парламентарии Абхазии встречались с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, заместителем председателя комитета по международным делам Светланой Журовой. Да. Какие вопросы поднимались на встрече, как бы вы оценили ее итоги? Светлана Журова давний друг нашей республики. Мы давно общаемся, еще с 2017 года. Мы знаем ее доброе отношение к нашей республике, к народу Абхазии. Какие вопросы обсуждались? Обсуждался тот же спектр вопросов Светланой Сергеевной в двусторонней повестке дня. Более того, Светлана Сергеевна предложила взаимодействие в сфере социальной поддержки и помощи Республике Абхазия. В частности, это могут быть акции, связанные с восстановлением некоторых учебных учреждений или какой-то отдельно взятой работе в этом направлении, как совместная акция
парламента Республики Абхазия, Государственной Думы. Я думаю, что это было бы очень важно, в том числе и для наших граждан, что вот парламенты Республики Абхазия и Государственной Думы проводят вот такие совместные гуманитарные акции, мероприятия. И это очень важно. Очень важна и работа, связанная с деятельностью комиссии по сотрудничеству между Народным собранием и Государственной Думой. Этот разговор был и со Светланой Журовой, и на других встречах. Вот деятельность комиссии, ее основные участники с двух сторон. Получается ли выполнять те задачи, которые ставятся? Вот об этом вы могли бы сказать? Это же как бы концентрированная часть вот всей этой работы по взаимодействию, да, которая и закреплена в соглашении, подписана. До того, как было подписано соглашение, у нас была группа дружбы, так называемая. И, соответственно, в нее входили 13 наших депутатов и 13 соответствующее количество депутатов от Государственной Думы. Сейчас эта группа дружбы не перестала свою работу, но параллельно будет создана комиссия по сотрудничеству. Часть абхазской комиссии будет утверждена. Сейчас о конкретных результатах работы говорить рано, потому что фактически первой встречи этих комиссий еще не было. Но мы планируем провести эту встречу, на которой будут оговариваться вопросы, двусторонние повестки. Наверное, повестка там не претерпит особенных изменений в сравнении с повесткой, которая есть сегодня, но я думаю, что в ней будут обязательно дополнительные вопросы. Когда есть прямой контакт, прямое общение, прямой формат, что называется, то я думаю, что много вопросов можно в деловом рабочем режиме обсудить и некоторые из них решить. Вопросы повестки сейчас формируются каким-то образом? Формируются, но вопросы повестки формируются вокруг вопросов, о которых мы говорили в начале интервью, вокруг вопросов, связанных с гармонизацией. И, конечно, в процессе нашей совместной деятельности и отдельной деятельности каждого у себя, что называется, в государствах, у нас появляются дополнительные вопросы, которые мы можем привнести в повестку дня совместной деятельности, совместной работы этой комиссии. Комиссии должны встречаться 2 раза в год, то есть, соответственно, паритетно на территории Российской Федерации и на территории Республики Абхазия. Мне кажется, что это, конечно, не очень часто, но можно делать отдельные встречи депутатов, отдельные выезды, не обязательно всей комиссии ехать. То есть определенный, допустим, есть вопрос, который в определенной области, соответственно, представитель соответствующего комитета едет и со своим коллегой визави обсуждает этот вопрос и пути решения его. Также хотел бы в этом контексте сказать, что на встрече с Петром Олеговичем Толстым, почему мы встречались именно с ним? Потому что он новый руководитель, он сменил Сергея Ивановича Неверова, он новый руководитель комиссии с российской стороны. Я попросил его о том, чтобы были организованы встречи со всеми председателями комитетов и со всеми руководителями фракций Государственной Думы. Соответственно, с нашими коллегами, я думаю, что прямое общение, прямой контакт очень важен для решения вопросов. Мы эту работу будем продолжать. Более того, мы хотим, чтобы у нас и так складываются очень рабочие отношения между аппаратами наших парламентов. Мы рассматриваем возможности приезда российских коллег из аппаратов парламентов в Республику Абхазия с тем, чтобы они увидели и нашу систему. Рассматриваем возможность стажировки наших представителей аппаратов Российской Федерации. Также параллельно, кстати, нужно об этом сказать, при поддержке, по линии МИД мы организовываем стажировку наших сотрудников и в дипломатической академии МИД России. Это там курсы протокола и так далее. Я думаю, что это тоже очень полезно для молодых специалистов, которые работают в парламенте. И это, знаете, такое свежее дыхание в повседневной работе. И я думаю, что у нас есть чему поучиться, но и в то же время что показать, потому что в Абхазии все немножко по-другому, специфика своя, для полного понимания, в том числе и сотрудниками аппаратов Государственной Думы, процессов, происходящих в республике, и для упрощения процесса коммуникации, я думаю, что и им неплохо посмотреть, как это происходит у нас. В этом заключается взаимный интерес вот этой работы совместной? В том числе и в этом. Еще в чем? Взаимно, я говорю, не только со стороны Абхазии, но и со стороны России.
Со стороны России взаимный интерес есть и во всех вопросах, о которых я говорил ранее. Это вопросы, связанные с договорно-правовой базой, которая есть. Это вопросы гуманитарного характера. Это вопросы, связанные с границей. Да? Но не может не интересовать наших коллег из Государственной Думы, как будут себя чувствовать туристы из России, в том числе при пересечении границы. В этом и заключается взаимный интерес. Депутаты парламента нашего во главе с Леонидом Лакербая ездили на Северный Кавказ, встречались с добровольцами, семьями добровольцев Отечественной войны народа Абхазии. Что вы можете сказать о связях нашего парламента с Северным Кавказом? Да, действительно, Леонид Иванович активно участвует в этой работе. Он возглавляет фонд «Помним». Это фонд, который занимается добровольцами и их семьями. Я хотел бы отдельную благодарность Леониду Ивановичу Лакербаю выразить за эту работу. До Леонида Ивановича в определенный период туда ездил и вице-спикер Фазлы Белизберович Авицба. Эта работа проводится. Вот Леонид Иванович вместе с фондом посетили ряд республик, посетили до 70 семей добровольцев, которые погибли во время Отечественной войны народа Абхазии. Я думаю, что эта работа очень важна, она должна быть продолжена. Она важна прежде всего для нас и, конечно, важна для добровольцев и для их семей. Мне кажется, что эта работа должна быть более интенсивной, в нее должны быть вовлечены не 1 или 2 депутата парламента, а весь парламент. Мы планируем выезд в республики. К сожалению, до сегодняшнего момента по объективным и субъективным причинам не получилось это организовать, но эта работа будет продолжена. Конечно, мы будем опираться на опыт старших коллег, которые знают всю эту специфику, часть вопросов. И нам известно, в этом году мы проводим большие мероприятия, приуроченные, соответственно, ко Дню Победы, ко Дню Признания. Я думаю, что ни один из добровольцев не должен остаться без внимания со стороны, прежде всего, государственных органов Республики Абхазия и каждого гражданина республики. Вот, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим гражданам, каждому нашему гражданину, чтобы они оказывали нашим братьям из Северного Кавказа режим наибольшего благоприятствования в республике, потому что это люди, которые пришли в самый тяжелый для республики период, и это был очень большой подъем для Абхазии, в том числе и в эмоциональном плане. Они дали такой здоровый толчок всему народу Абхазии в тот непростой период времени. И мы этого забывать не должны. Машин Нугзарович, что касается ближайших планов по межпарламентскому взаимодействию, что у вас впереди предстоит? Из ближайших планов, в общем-то, все будет, собственно, происходить в рабочем режиме. Да, то есть мы Какие-то комиссии будут встречаться? Мы планируем, скорее всего, уже на осень заседание совместной комиссии. Комиссия с абхазской стороны будет сформирована, и, скорее всего, будет встреча. Конечно, мы ожидаем гостей в праздничные даты. Наверное, у нас будут, помимо праздника, и рабочие встречи проводиться, на которых мы также будем обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Кстати, говоря об отношениях с другими государствами, с республиками Северного Кавказа, я не могу не сказать о том, что у нас еще ряд комиссий организован. Это группа дружбы с республикой Никарагуа. В ближайшее время планируется телемост с нашими коллегами из никарагуанского парламента. Впоследствии мы планируем поездку организовать в республику Никарагуа. Соответственно, подобный комитет создан и с Сирией. Кстати, при поддержке и инициативе парламента совместно с правительством Республики Абхазия была организована достаточно быстро гуманитарная помощь в Сирию. Вы знаете, были соответствующие слушания. И в Турецкую Республику через нашу диаспору ряд депутатов выехало в Турцию и передали помощь. Также в мае месяце наши депутаты по приглашению диаспоры присутствовали на открытии памятников Турецкой Республики. То есть идет общение с нашей диаспорой в Турции в том числе.
Спасибо вам большое. Удачи в реализации всех планов. О том, как строится межпарламентское сотрудничество между Абхазией и Россией, как ведется работа по взаимодействию двух законодательных органов и в чем состоит взаимный интерес сторон. Об этом мы общались со спикером Народного собрания парламента Абхазии Лашей Ашуба. Благодарю. Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не